Делегация из Крыма выехала на Дни крымско-татарской культуры в Турцию. Сегодня в этой стране проживает одна из крупнейших крымско-татарских диаспор – почти 5 миллионов человек. С частью из них крымчане смогут увидеться на площадке культурного фестиваля в Анкаре. В рамках форума будет проведена выставка «Национальные народно-художественные промыслы Крыма». Будем презентовать вместе с Софией Ханам-Эминовой, показывать национальный костюм крымско-татарский. Культура всегда объединяет, поэтому цель поездки – это восстановление, возрождение, укрепление гуманитарных связей, культурных связей. Будет дружеская встреча, особенно она будет культурно-просветительская. Концерт должны дать Хайтарма. Это наше культурное достояние, ансамбль Хайтарма, который везет большой пласт нашей культуры и будет представлять его там, в Турции. Участники мероприятия везут презентации, видеоматериалы о Крыме и доклады, с которыми будут выступать перед своими соотечественниками в Турции. Телеканал подготовил на 17 минут документальный фильм о качественных изменениях, произошедших в Крыму за последние 4,5 года. То, что касается жизни крымских татар, крымчан, это и строительство нашего прекрасного аэропорта, и это строительство Крымского моста, поликультурного центра, инфраструктуры, школ, детских садиков. То, что мы каждый день видим в своей жизни, и то, что уже стало, наверное, для нас обыденностью, стройки, воссоздание Крыма, прекрасного, красивого нашего Крыма. Я везде буду говорить об образовании на крымско-татарском языке, о науке, о вопросах, которые нужно нам решать, о том, что мы имеем на сегодняшний день. Хочу рассказать о нашем дошкольном образовании, о билингвальном образовании. Буду докладывать о том, как строится соборная мечеть. Расскажу, покажу о параметрах. Я буду рассказывать, конечно же, о своей библиотеке, о своей родной, любимой библиотеке. Пути становления, как мы начинали, как открывалась библиотека, чего мы на сегодняшний день добились и чего, может быть, в будущем еще и хотим. Мы едем осветить деятельность медиацентра имени Исмаила Гаспринского в том, какие крымско-татарские издания у нас издаются и как они распространяются. Потому что за период существования медиацентра с 2015 года у нас выпущено 100 книг на сегодняшний день. Из них более половины – это книги крымско-татарского народа. То есть это книги, связанные с культурой, традициями, обычаями, историей, кроме стихов и прозы. Безусловно, я готов выступить, рассказать, какие работы противоаварийно проведены в Ханском дворце, реставрационные работы, которые проведены, которые будут проводиться, какая готовится проектная документация на Ханский, на все 16 объектов Ханского дворца. Буду рассказывать о деятельности Исмаила Гаспринского, о его ярчайших таких достижениях. Я всего лишь, наверное, дополню и напомню новыми фактами то, что было изучено нами. Также мы будем рассказывать о том, что сегодня крымские мусульмане отмечают свои религиозные праздники на государственном уровне. И для нас это тоже большое достижение для крымских мусульман. И мы уверены, что они будут радоваться за нас. Также мы расскажем то, что происходит у нас в Крыму. Также мы расскажем о том, что жизнь сегодня налаживается. Лозунг этих дней – это то, что Крым – это общая земля всех крымских татар, проживающих во всем мире. И наша задача – объединить крымских татар, познакомиться с крымскими татарами, послушать их чаяния и рассказать о том, как мы сейчас живем, чего мы достигли, что мы хотим. Всегда любой форум несет добро, мир и дружбу. Вот это то, что мы ожидаем. Ждем от форума только позитивного. Ждем того, что, как минимум, форум это должен быть постоянным. Этот форум – это мост между нами, между Российской Федерацией в целом и Республикой Турция.
Организаторами мероприятия выступили Турецкий фонд развития Крыма и Федерация культурных обществ крымских татар Турции совместно с деловым и культурным центром Республики Крым. Важность поездки и ее исключительно культурно-гуманитарную миссию обсудили на круглом столе «Достояние крымско-татарской культуры» в здании правительства Москвы. Мы делаем сегодня первый шаг, чтобы и донести правду, и не потерять вот эти культурные связи, которые сохранялись веками, чтобы в то же время и посмотреть, как живет крымско-татарская диаспора. И, конечно же, путем культурного диалога, обмена, обеспечить устойчивые культурные связи, которые бы смогли бы сохранять очаги культуры крымских татар, в том числе и на территории Турции. На встречу со своими соотечественниками пришли сотни крымских татар, турецких граждан. С трепетом в сердце они знакомились с работами крымско-татарских мастеров, фотографиями, изделиями крымско-татарского народного творчества и книгами. Это позволило вернуться к истокам своего происхождения, особому колориту и уникальным традициям нашего народа. Мне очень понравилась выставка. Особенно меня поразили изделия ручной работы. Культурный фестиваль торжественно открылся государственными гимнами Турции и России и приветственными словами двух сторон. Наше главное желание – единство нашего народа. Мы рады всех вас сегодня здесь приветствовать. Мы счастливы, потому что здесь не так далеко от Крыма нас разделяет только одно море. Но всех нас объединяет одно происхождение и родственные связи. Мы говорим на одном языке, ведь все мы крымские татары. И наша родина – Крым. Сегодня мы постараемся ответить на все ваши вопросы, расскажем всю правду о Крыме. Сегодня вы принимаете нас, но и мы всегда говорим, что Крым – наша общая родина. Ждем и вас. В зале прозвучало множество докладов на тему развития полуострова и достижений крымско-татарской культуры в современном Крыму. Вниманию зрителей был представлен документальный фильм телеканала «Милет» на турецком языке о событиях последних лет на полуострове и его положительных изменениях. Также был показан фильм Евгения Кажокина «Исмаил и его люди». Красочную национальную хореографию, потрясающую энергетику в музыке и в песнях представил в концертной программе легендарный крымско-татарский танцевальный коллектив ансамбль песни и танца «Хайтарма». Каждый вложил в свое выступление особенную и неповторимую красоту крымско-татарской культуры. Каждый участник фестиваля получил подарок – флешку из Крыма. А это 400 экземпляров, где записан фильм телеканала «Милет» «Крым. Колыбель Возрождения», концерт ансамбля «Хайтарма», спектакль Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра и юбилейный концерт газеты «Яне Дунья». Гости из Крыма нас порадовали. Они нам привезли запах Крыма. Здесь сегодня каждый испытал положительные эмоции. Много жизнеутверждающего мы увидели из фильма. И вы стали свидетелями единства и тепла между нашими соотечественниками. Новые знакомства, теплые объятия, плодотворное общение, история из жизни, обмен полезной информацией. Это создавало необыкновенную атмосферу на форуме. Всех этих людей объединила уникальная связь и любовь к Крыму. Я знаю историю Крыма, а также продолжаю знакомиться и с событиями настоящего. И сегодня я тоже вместе со своей супругой пришел побыть вместе с Крымом и оказать ему поддержку. Всех нас интересует Крым. Мы следим за новостями, особенно в социальных сетях, и хотим подробнее узнать о земле Крыма, его природе, Черном море и так далее. Мы очень радуемся крымским новостям. Радует нас и строительство новой мечети. Здесь нам говорили, что Хан-Сарай разрушен. Но сейчас мы увидели, что ему наоборот подарена новая жизнь. Проводятся ремонтные и реставрационные работы, и это здорово. Я передаю привет всем крымчанам, желаю им здоровья и ждем от них только хороших новостей. Тем, кто еще в Узбекистане, желаю скорейшего возвращения на родину. Инициаторы и организаторы проведения Дней крымско-татарской культуры двух республик убеждены, что такие мероприятия будут способствовать укреплению связей между крымскими татарами и объективному пониманию ситуации в Крыму. Мы очень рады, что все-таки наконец-то настал этот день, который мы долго ждали. Мы очень долго готовились к этому дню. Это наше первое мероприятие, которое проводится в Турции после присоединения Крыма к России. После этого мероприятия я очень надеюсь, что наши взаимоотношения наладятся. Турция никогда
никогда не отвернется от Крыма. Ведь нас объединяет история столетий. Поэтому крымские татары могут стать объединяющим мостом между Россией и Турцией. Представители крымско-татарской диаспоры в Турции выразили благодарность организаторам за проведение этой встречи в Анкаре. Теперь они будут еще ближе к своему народу в Крыму. Такие мероприятия нужны для того, чтобы крымские татары в Турции не забывали свою идентичность, язык, культуру, национальные блюда и родственников. Это полезно не только для нас, но и для подрастающего поколения. Считаю необходимым проводить подобные мероприятия чаще. Так мы сможем укрепить отношения с Россией и Крымом. Это также будет способствовать взаимопониманию. Думаем, что участники мероприятия расскажут всей диаспоре правду о Крыме. Потому что некоторые люди, которые проживают в Украине, в своих корыстных целях искажают информацию о Крыме, пропагандируют ложь, и это все всплывает. Мы очень долго готовили это мероприятие. Оно прошло в Анкаре и стало очень успешным. Зал был переполнен гостями. Хотим сделать его ежегодным. И организаторы, и участники Дней крымско-татарской культуры надеются, что это мероприятие расширит сотрудничество и будет способствовать развитию социальных, культурных, экономических, научных, религиозных и общественных связей между Россией и Турцией.